Друзья, всем привет с города Якутска. Здесь у нас уже выпал снег. И сегодня, благодаря компании Колми, официальный представитель УАЗ в Якутии, мы взяли УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач на небольшой тест-драйв. Давайте посмотрим поближе, познакомимся с этим автомобилем. И думаю, может быть, какие-то интересные подробности вы для себя узнаете. Предлагаю начать с подкапотного пространства самого двигателя, который здесь установлен. Стоит двигатель ZMZ Pro. Мощность данного двигателя 149,6 лошадиных сил. Климат-контроль, друзья. Климат-контроль. Самое главное, конечно же, фишка этого автомобиля — это автоматическая коробка передач. И вот здесь под этой решеткой, обновленной решеткой нового УАЗа Патриот, мы видим дополнительный радиатор охлаждения автомата. Мост у нас такой же, но здесь, соответственно, шрус и пыльник. Самая основная задача этого — сделать более комфортной езду по городу. То есть вы, допустим, можете посадить на этот автомобиль свою супругу, и на автомате в городских условиях она себя будет очень хорошо чувствовать. Давайте посмотрим в салон. У нас комплектация такая достаточно жирная. Здесь у нас вот такие вот сиденья с боковой поддержкой. Вместительный бардачок. Соответственно, большой экран, большой дисплей, хорошая магнитола с навигацией. Навигацией мы уже сейчас даже немного попользовались, когда ехали сюда. Также на данном дисплее показывает камера заднего хода. Ну и, конечно, самое основное нововведение — это автоматическая коробка передач. Так, все у нас тут с колесика включается. Соответственно, задний привод, полный привод и полный привод пониженный. Включение задней блокировки, подогрев сидений, подогрев руля даже есть. О, что пикает? Да ладно. В УАЗике пикает предупреждение о том, что вы не пристегнуты. До чего дошел прогресс. Все, теперь по правилам. Поехали. Подвеска отрабатывает очень хорошо. То есть я, как владелец автомобиля Nissan Safari, могу с уверенностью сказать, что такие же ощущения. То есть чуть-чуть, конечно, за счет более короткой базы, может быть, идет не так плавно, но подвеска очень хорошо отрабатывает. То есть мы едем спокойно, не напрягаясь. Здесь достаточно такая ухабистая дорога. Также хотелось бы отметить, что утрамбованный снег. Машина держит его очень хорошо. Здесь есть система EPS, то есть антипробуксовочная система, которая также добавляет комфорт езде. Ну что, с легкого бездорожья мы выезжаем на асфальт. И уже сейчас сможем оценить преимущество вождения автомобиля в городских условиях с автоматической коробкой передач. Мне хотелось бы рассказать про коробку передач. Она производства совместного Бельгия и General Motors. Ставится на такие автомобили, как Chevrolet Camaro, BMW 3 серии и на ряд других автомобилей. Проверенная коробка с большими характеристиками по нагрузке. То есть двигатель ZMZ Pro, который здесь стоит, он обеспечивает примерно половину нагрузки на данную коробку передач. Шестиступенчатая коробка, гидротрансформаторная, она еще и адаптивная. То есть вы приобретаете данный автомобиль, допустим, у каждого человека разный стиль езды. Если вы, допустим, любите газовать, то есть любите динамику, то она под вас подстраивается, переключает скорость побыстрее. Если вы любите размеренный темп езды, то, соответственно, и коробка подстраивается также под вас, переключает это все гораздо плавнее, с небольшими задержками и так далее. То есть делает вашу езду гораздо комфортнее. Вот сейчас, допустим, я еду, и я не думаю о переключении там первой, второй, третьей, четвертой скорости, да, то есть я просто нажимаю на педаль тормоза, педаль газа, когда это нужно, и полностью погружен в дорожную обстановку. Ну и могу с вами как бы даже общаться, рассказывать вам про данный автомобиль. Друзья, когда едешь, передвигаешься по городу на данном автомобиле, все люди оборачиваются, смотрят, потому что, нет, конечно, это обычный УАЗ Патриот, снаружи ничем не отличающийся, кроме обновленной решетки. Но, тем не менее, вы себя ощущаете в этом автомобиле как в чем-то необычно новом для российского автопрома, тем более для УАЗа, да? То есть это полноценная коробка-автомат, которая позволяет вам с комфортом передвигаться по городским улицам. Я тут, кстати, еще увидел круиз-контроль. Если я не ошибаюсь, если сделать так. Я сейчас отпустил педаль газа. Вот у меня правая нога.
Вот, и машина идет сама. То есть это полноценный круиз-контроль в УАЗике, представляете? Можно управлять магнитолой. Все под рукой. Для меня, как для обладателя двух автомобилей из 90-х, это вообще как бы шик и блеск. А мы тут едем пока до полигона, до мотокроссовой трассы. Нажимаем разные кнопки. Вот, короче, если вы так чик, включаем 4 ВД на ходу. Все. Это точно у вас. Но сейчас это прям радость за отечественный автопром. Я еду, кстати, вот реально. То есть я сам выбираю машину, которая на автомате, да, для передвижения по городу. То есть езжу на Toyota Corolla. Safari у меня стоит во дворе. Его я использую только на какие-то дальние расстояния, поездки там по бездорожью и так далее. Так, мы подъезжаем к мотокроссовой трассе. Там есть такой хороший затяжной подъем. Так, воспользовавшись паузой небольшой, захотелось так добавить устройство. О, пин. Какой пин? Раз, два, три, четыре. Да? Что-то неправильно делаем. Bluetooth пинку. 3-4-0. Господи. Блин. Не разобрался в УАЗике. Так. Когда не разобрался в УАЗике. О. Классно. Ну, YouTube заблокирует за эту музыку. Поэтому выключу ее. Слушайте, ну круто, круто. Подождите-ка, а если позвонить? Ваньке позвони. Алло. Алло, Ваня, привет. Привет. Ты меня хорошо слышишь? Так, более-менее. Да, я с тобой разговариваю из УАЗика. Hands-free, да, через магнитолу. Нормально так. Ну? Голос хорошо слышно. Ну, интересно, а где микрофон? Вот, наверное. Да, наверное, где-то, значит, в районе водительского где-то микрофон спрятан. Ладно, спасибо, это мы проверили. Итак, сейчас у нас будет первая проверочка. Поедем в большой затяжной подъем. Вот туда, Николай, посмотри. Вон там горка. Так, ну поедем в обычном режиме с включенной системой противобуксовки и на полном приводе. То есть даже не понижайка. Попробуем заехать. Газовать не будем, разгон брать не будем. Да не, что-то подсказывает, мы, по-моему, только до середины сейчас доедем. Потихоньку автомат у нас гребет. Срабатывает противобуксовочная система. Вот у нас иногда загорается. Слушай, ну она прет вверх. Уклон такой хороший. Вот если... Так. Сейчас мы как бы... Я педаль газа нажал, но она у нас... еще АБС срабатывает, да, у нас? Ух ты! Еще АБС есть, оказывается. Включаем понижайку. Включаем режим оффроуд. Переводим селектор в D. И пробуем ехать. В этом моменте хотелось бы приостановить видео и кое-что объяснить. Как видите, мы повернули колесико переключения в пониженную, но по незнанию не включили ее. Для включения пониженной нужно колесико удерживать в крайнем правом положении некоторое время. В горку в режиме 4 ВД мы поднимемся при включенном режиме Offroad и на стандартном режиме раздатки. В данном случае в режиме Offroad автоматически отключается антипробуксовочная система и передачи переключаются на более высоких оборотах, что дает машине большую динамику и мощность.
высоко. Так, я даже там не вижу, где у нас обрыв, не обрыв. Вот сейчас я переключаюсь полностью в ручном режиме. Сейчас вот вторая скорость на пониженной. Третья. И дальше она никуда не перескакивает. Четвертая. Так, режим, значит, пониженная, без блокировки заднего моста. Обычная пониженная передача. Далее, когда я осознал свою ошибку, было принято решение потестировать автомобиль в подъеме на пониженной передаче. Использование блокировки заднего моста в теории должно помогать в прямом скользком подъеме, поэтому утверждение про бесполезность блокировки в данном случае спорно. Но что можно точно отметить, так это то, что при пониженной автомат очень быстро переключает передачи в подъеме, а когда нагрузка при подъеме начинает увеличиваться, он переключает их обратно, что влечет за собой потерю динамики, и машина останавливается, либо пробуксовывает. Я перевел сейчас коробку в ручной режим, первая скорость, и включаю блокировку заднего моста. Посмотрим. В общем, сейчас у нас включен задний дифференциал, включена блокировка и, соответственно, пониженные скорости. Дубль 2. Поехали. Так, попробуем сделать это с разгоном. Я понял, в чем прикол. Мы сейчас с блокированным мостом пытаемся заехать, он начинает пробуксовывать, и машина дальше не идет. То есть блокировку в этом случае заднего моста нужно отключать. Дубль 2. Дубль 3. Я понял. Значит, друзья, нам нужно обязательно включить режим оффроуд, потому что коробка срабатывает очень быстро на понижайке. И до начала подъема я уже, по-моему, на третьей еду скорости, ну, по ощущениям. Потом начинает там переключаться, и, соответственно, мы теряем динамику. Все, короче, режим оффроуд. Мы должны покорить эту горку на понижайке. Как мы вообще получалось? Или я уже накатал, наверное, там? Но все равно поедем по той же самой траектории. Все, погнали. В общем, если вы автомобилист, который привык ездить на механике, ну, как я, да, допустим, на механике все просто. Ты включил понижайку, включил там первую, вторую или там третью пониженную и поехал в горку. То здесь вам нужно учитывать несколько факторов. Это, соответственно, включать оффроуд режим, чтобы коробка переключалась на более высоких оборотах, да, либо вообще выходить в ручной режим. Плюс отключаете пробуксовочные всякие системы, и тогда машина будет вас уверенно вести вперед к вашей цели. Что еще хотелось бы отметить, вот мы сейчас достаточно много ездим задним ходом. Вот. Помимо того, что есть камера заднего вида, ну, она как бы уже во многих автомобилях от УАЗ есть. Но хотелось бы отметить хороший обзор по зеркалам. То есть зеркала очень комфортные и обзор очень такой приемлемый. Друзья, сейчас я попробую разогнаться и тормозить системой ABS. И еще буду пытаться как бы управлять автомобилем. В общем, понятно, что система ABS работает, противобуксовочная система работает.
То есть, если вам надо подрифтовать, можете ее отключить и вперед из песни. Ну а для безопасной езды, конечно же, желательно все эти системы, чтобы работали. Друзья, обратите внимание на этот ключ. Это ключ от УАЗика. Если не верите. Так, сегодня у нас ночью было около -8. Давайте послушаем, как заводится УАЗик с холодного запуска. Да, во время утреннего запуска двигателя, то есть когда вы садитесь в салон, прям очень хорошо помогает подогрев сидений. Кстати, он после нагрева отключается автоматически через некоторое время, то есть вы себя не пережарите. И подогрев руля. Это был сейчас старт без системы EPS, без системы противобуксовки. Сейчас мы ее включим и посмотрим, как ведет себя машина. Я буду газовать точно так же, ну и, соответственно, вы посмотрите на ее поведение. Мы ездим сейчас на заднем приводе. Как видите, разница большая, соответственно, на заднем приводе на данном автомобиле с включенной противобуксовочной системой можно спокойно передвигаться по городу в гололед. Ну, в такой, в умеренный, конечно. Вот, допустим, я на своем автомобиле, на механике, на Nissan Safari такого сделать не могу, потому что там желательно, чтобы на гололеде был включен полный привод. Решили попробовать смотреть, небольшое сделать сравнение. УАЗик 2 тонны, что ли? 2 тонны. Да ладно. Да. Этот большой у него крутящий момент. Да. Вот объем 2 человека. Мне голова не возит.